Якутск, бизнес, ресторан. Три слова, которые для многих звучат как вызов. Высокие затраты, сложная логистика, суровый климат. Но именно здесь появляются одни из самых самобытных и успешных гастрономических проектов. Хотите узнать, в чем их секрет? И хотите ли вы узнать, сколько денег нужно, чтобы открыть кафе в Якутске? Эти вопросы интересуют каждого, кто задумался над тем, как открыть собственный ресторан или кафе. Скажу сразу, будьте готовы к тому, что вам все обойдется дороже примерно на 20%, чем в среднем по России. Почему? Потому что логистика, дорогие продукты, экстремальные коммунальные нагрузки, и этот список можно продолжать бесконечно. Кажется, что открыть здесь ресторан – это верный путь разориться. Но это не так, потому что есть и обратная сторона. Высокий спрос на качественные локации, лояльность гостей и особая магия места, которую нельзя скопировать нигде больше. Сегодня мы будем говорить не о мифах, а о реальных цифрах, кейсах и решениях. О том, как считать деньги, чтобы ваше кафе не закрылось в первый же год, а стало той самой точкой притяжения, о которой мечтает каждый ресторатор. И в новом выпуске передачи про деньги мы как раз поговорим об этом. Сегодня в нашей студии Нурмухаметова Надежда Владимировна, ресторатор, предприниматель с 20-летним стажем. Она на собственном опыте знает, как открыть ресторан своей мечты и не разориться. И она расскажет, на чем можно сэкономить, на чем нельзя экономить ни в коем случае. И как найти свое главное конкурентное преимущество. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Ну и начнем, наверное, с первого вопроса, самого главного. Да? Часто кажется, что самое главное в ресторане – это вкусная еда. Но вы наверняка знаете, что одного этого мало. И как вы превратили свою идею «хочу кормить людей вкусно» в продуманную бизнес-концепцию? Ну, самое главное — это определиться, да. Очень часто сейчас, особенно молодое поколение, да, при открытии бизнеса открывают игрушки. И вот здесь самое главное — это инвестиции, это золото, да, которое мы вкладываем, и это определить ценность должна быть в бизнесе. Да. Ни в коем случае это не игры. И, соответственно, самое главное — это выбрать концепцию, прочувствовать целевую аудиторию того или иного региона, месторасположения. И, соответственно, это правильные стратегии. Правильные стратегии, цифры, план действий, то есть четко, предприимчиво подходить к самой идее. Самое главное — это при любом открытии или стартапе, возможно, реорганизации происходят, да, это четкий план действий, который должен быть датирован, оцифрован, с мелкими шажками. Обязательно должны быть прописаны даже варианты «Б». Только при этих всех возможностях можно выйти на запланированные суммы. Получается, тот бизнес-план, который человек разрабатывает, ну, например, при желании открыть какой-либо бизнес, в том числе и ресторан, да, и тот бизнес-план, он должен его использовать как инструкцию к действию, получается, Да, так? да. Бизнес-план — это еще не конечная точка, это больше, наверное, картинка, да, с возможными какими-то цифрами. Но когда мы начинаем прописывать точность действий до мелких наших каких-то взаимоотношений с кем-то и чего-то, да, то есть это услуги, это, возможно, наемные какие-то сотрудники. Там все в деталях должно быть прописано. Каждая сумма должна быть выведена. То есть суммы берутся в запас. Если мы говорим об инвестициях, мы их сразу тоже должны предусмотреть. А что такое инвестиции? Это не только на открытие, да, какого-либо заведения, а мы должны предусмотреть, что мы должны содержать здание, ну, помещение, да, а это аренда. Мы должны оплачивать ФОТ, мы должны оплачивать налоги. Соответственно, мы должны понимать, что у нас инвестиция от 3 до 6 месяцев на содержание любого нового объекта. Если не предусмотреть, это просто яма.
которую приведет только к банкротству. Да? То есть это закрытие, наверное, знаете, да, много ресторанов, которые открываются и закрываются, да, не дожив года даже. Да, поэтому эта тема сейчас и возникла, потому что видно, что есть неподготовленные игроки на этом рынке, а есть те, кто готовится очень тщательно и многие десятки лет уже работают себе прекрасно и имеют даже некий запас, допустим, тех же инвестиционных средств, да, чтобы потом разрабатывать еще и новые, и открывать новые проекты, и разрабатывать какие-то нововведения в меню и так далее. Ведь меню — это же, мне кажется, самая основная часть в ресторане. Ну, от меню идет полностью весь концепт. Это приобретение оборудования, чтобы не закупиться много, чтобы оно не стояло, не было замороженных денег. Да? То есть инвестиции они должны быть с толком. Соответственно, сначала создается идея, потом создается уже приблизительное меню, и только от этого уже закупается и планируется кухня. Распланировка кухни — это один из самых важных моментов в открытии ресторана или кафе или той же службы доставки, потому что поточность работы, она влияет на скорость, на технику безопасности, на поточность тепловых и холодных оборудований. То есть это очень важно. Да даже на энергопотребление, Да, мне кажется, это тоже же очень влияет. То, что, ну, если не будет достаточного электричества, да, недостаточного количества киловатт, просто вся кухня встанет. Да, так и есть. Подобрать площадь под общественное питание тоже не так просто, так как есть свои требования по санитарным нормам, то есть водоотведение, канализации, да, то есть те же киловатты. То есть не все площади могут предоставить это. Вот хотелось бы еще, не знаю, нагоним мы сейчас с вами жути на наших телезрителей, или же все-таки мы кого-то успокоим, но давайте о деньгах. Вот приоткройте завесу тайны. Из чего складывается изначальный бюджет на открытие ресторана? Ну, безусловно, это площади, ремонты, интерьеры, оборудование. Это первое, что идет в просчет. От скольки до скольки? Вот. Примерно уходит, ну, в зависимости от площадей заведения. Тут тоже, да, так сказать, если это совсем маленькое кафе, буквально там на 6 столов, то это от 5 миллионов. Да, это с хорошим оборудованием, с заложенными инвестициями. Для стартапа примерно в площадь 200 квадратов, да, вместе с кухней, с оборудованием, от 10 и выше. Ну, то есть это в зависимости от экономики еще и составления меню. То есть на какую, чем шире меню, тем больше оборудования, затраты, движений. Понятно. И вот все равно же есть у вас уже, исходя из вашего опыта, вы же можете сказать, что на какие статьи расходов новички чаще всего не расходуются? И они не закладывают туда вообще абсолютно никаких средств, но потом они страдают от этого. Это маркетинг. Это маркетинг, который зачастую, даже уже проработав рестораны, считают, что это статья затрат, не приносящая дохода. И эти стереотипы, ну, возможно, это с наших тех времен 2000-х, да, когда мы знали только ТВ, то сейчас это большой блок. Большой блок, на который предприятия крупные, мелкие, да, но те, кто именно в трендах, да, они понимают, что без маркетинга, рекламы и пиара очень тяжело двигать сейчас чем-либо. Это даже не общепит, это любой другой бизнес. Тем более, когда мы живем во время прямых продаж, когда мы продаем уже от организации к человеку напрямую через социальные сети, через специальные сервисы в интернете, да, то есть специальные поисковые программы и так далее. То есть человек уже получает буквально персональное себе рекламное сообщение, которое все его предпочтения учитывает. Даже сейчас элементарно, наверное, заметили, да, мы все читаем отзывы, обратную связь. Да, обязательно. Зайдя на какую-то, ну, любую площадку, да, любого объекта, мы сначала что делаем? Мы берем обратную связь. А это своего рода тоже рекламный. Да. И это же, ну, это благоразумно, потому что когда мы читаем отзывы, мы же все равно пытаемся как-то найти ту точку соприкосновения со своим потенциальным клиентом или уже с пользователем, который был, да, у нас. Вот. Поэтому в данном случае говорят гость, да? Если мы говорим, да, если мы говорим про рестораны, мы говорим гости. И вот действительно мнение гостей, оно же для вас, оно первоначальное, нет?
Я всегда говорю, даже своим знакомым, близким, да, обычно бывают, стесняются, да, ну что-то не так пошло там, да, что-то не понравилось, возможно. И, ой, побоялась сказать. Вот я противник, я всем своим родным и близким, все мои друзья знают, что для меня наоборот, это, ну как бы, мне же нужно улучшать. Конечно. Глазами гостя это одно, нашими глазами это другое, да, потом, когда ты находишься каждый день в этой атмосфере, ты вот бревна не видишь, да, а гость, который приходит, возможно, он сделает замечание то, которое мы не увидели, и то, которое мы реально можем исправить там в доли секунды. Ну, это очень правильный подход. И вот сейчас мы вернемся к локации, потому что есть такая поговорка у рестораторов, да, в ресторанном бизнесе важны 3 вещи. Это локация, локация и еще раз локация. Вот как вы выбирали место, когда выбирали место для открытия ресторана? Знаете, вот локация локации, но если идея, да, то тут даже не по локации. Да, тут бывает с тематическими уклонами, да, какие-то моменты. Я вот всегда привожу в пример, когда предприниматели тоже, ну, как к наставнику обращаются и говорят, ну вот мы хотим вот такое-то, вот такое-то. А вы прочувствовали, а вы погрузились, а вы внедрились. Да? То есть вот погружение, сначала погружение в вашу идею, а потом к локации. Локация подбирается, конечно же, под спрос вашего непосредственного, да, запроса. Если вы делаете уклон, там, обеды, да, ты планируешь делать какие-то бизнес-ланчи и так далее, соответственно, ты смотришь, кто рядом, есть ли вообще в этой локации твоя целевая аудитория, да, потому что сейчас рынок Корея, Китай, Япония, там, например, перенасыщенно, да, в основном у нас в Якутске. Да. И, соответственно, что-то всегда ищут новое, везут с центральных городов России идеи, там, фишки и так далее, но не всегда стреляет. И тут даже локация не поможет на самом деле. Ну да, действительно. И вот смотрите, ведь ресторан — это люди, это гости, понятно, но это еще и команда. Команда. И насколько вот важна для вас ваша команда? Команда, ну вообще весь бизнес — это и есть команда. Даже гости? Даже гости. Скажу почему, да. Команда, она приносит все результаты. Согласна. Руководитель, да, ну, создатель, он создал только идею на самом деле. Вложил туда финансы, а все остальное несет очень большой пул команда. Гости, которые чувствуют атмосферу, домашность, уютность, да, они хотят приходить еще. И это важно, как мы говорим постоянные гости, да, где у нас должно быть 80% постоянных гостей, тогда твой бизнес, он стабилен. Да. Так же, как и команда. Команда — очень важная вещь. Я иду по пути, не все так идут предприниматели, я всегда иду по пути взращивания. Не всегда хороша то звание, которое имеют, да. Есть профессионалы своего дела. К таким профессионалам я обращаюсь именно как обмен опыта, наставничество моим ребятам, да. Но все ребята, они выросшие. Из официантов, из поваров. А кто-то, наоборот, с зала уходит на кухню, поступают на поваров, да, то есть заканчивают и начинают расти. За много лет, очень много лет, да, как бы в общепите я сама начинала с поваров. То есть первое образование у меня повар, и я вот сама начинаю. И поэтому я только взращиваю. И команда становится сплоченной не из-за мотивации. Когда мы горим одной идеей, когда мы видим одну картинку одного цвета с одними размерами, то мы идем и получаем это. Сплоченность команды, она приводит на огромные результаты. Но есть смена команды, еще есть такое понятие. Это у нас в основном зал, да? У которых, я так называю, срок жизни в ресторане от года до 2 — это шикарно.
Ну да, если да. официант, это же уже постоянный Вот, сотрудник. поэтому это в основном сезонные, да, какие-то ребята. Но если мы говорим менеджера, то есть это управленческий состав, повара, да, то бывало, что ребята со мной также вот сейчас работают, да, мы уже вот много пути прошли, есть по 7 лет, по 8, по 10 лет. Они пришли совсем юными. И вот это самое важное. Команда — это первое, что должно быть. Вот бизнесе. скажите еще такой момент. Вот что важно знать человеку? Например, подбирать свою, ну, не знаю, там, схему работы своего ресторана под определенного повара или наоборот вырабатывать такую схему, которая бы помогла работать даже начинающему повару? Вы знаете, вот в свое время пришел Хасп, да? Знаете, наверное. И вот он как раз четко проговаривает, как должно работать предприятие. Это мы прописываем и подстраиваем под наши процессы. И вот когда правильная организация, правильная выстроенная работа идет свыше, то ребята, которые погружаются туда, они живут как надо. Вот если мы там с детства привыкли в тапочках дома ходить, вот так там и будет. Самое главное — это правильно настроенная работа, схема, правила, какие-то оргполитики, механизмы, кодексы, их там по-разному называют, но это должно быть. Ребята знают все цифры, ребята знают, к чему идем, ребята понимают, что такое планирование, ребята знают, сколько блюд им нужно приготовить, чтобы они себя окупили в этом месяце. Открытая игра с командой вот, приводит ко всему положительному. Ну это здорово, потому что, смотрите, ведь рентабельность и масштабирование, они как раз рядом стоящие вещи. И получается, когда вы с командой идете в одном направлении, то для вас вообще нет никаких границ, по сути. Да, да, так и есть. Есть такой хороший, ну вот сейчас, да, я начала тоже курс обучения ребят, и я стала погружать официантов. Это вхождение в чек не просто в количественном или не просто по названию, а по себестоимости, по прибыльности, да, то есть маржу они уже знают. Они знают, какие блюда, чего, куда, зачем. И почему мы не просто план продаж делаем, потому что нам сказал руководитель, да, что это так надо, а конкретно выстроенная цепочка. То есть погружение каждого сотрудника в процессы бизнеса — это важно. Ну и получается, что даже вот официант, он чувствует себя не просто там принеси, подай, да, таким временным работником, да даже если он пришел в сезон, но он уже часть корабля, Он часть команды. Да, я всегда говорю, каждая единица важна, ценна и очень большое принимает участие в каждом действии и росте, и процветании той работы, где мы работаем. Ну и я всегда говорю, мы должны гордиться там, где мы работаем, мы должны людям говорить реально, что мы чувствуем. Соответственно, когда человек гордится, я люблю свою профессию, я говорю, я погружена много лет в нее, да, и не представляю свою жизнь, например, без любви к работе. Вот, и я ребятам то же самое говорю, если мы любим свою работу, мы всегда будем эффективны. Да, абсолютно верно. Давайте дадим совет мечтателю, который сейчас вот сидит перед экраном и тоже хочет стать очень успешным ресторатором. И он горит идеей открыть свое кафе и просит вас дать ему один, но самый главный совет. Какой совет вы дадите? Сесть, написать и посчитать. Вот это самое главное. Да, и определить, хочешь быть ты в этом бизнесе или нет. Потому что зачастую предприниматели делают выбор в сторону общепита, потому что картинка складывается, столько гостей, да, наплыв, такие наценки и так далее. Почему бы и нет? Это вот я хочу, это для статуса, для моих кого-нибудь водить, да, коллег, там еще кого-то. Вот. На самом деле это один из самых сложных бизнесов с большими процессами, с большими огромными процессами. И когда ребята молодые погружаются, это бывает так: был поваром, открываю доставку. Таких ребят с обращением было много, и таким ребятам я скажу так: там, где нет навыка, там, где нет знаний, иди, погружайся, обучайся, и только после этого стартуй и влаживайся.
Или ищи человека, который силен. Соответственно, твоя идея кухни, если ты повар, да, найди себе хорошего менеджмента, который начнет управлять процессами и понимать это. Ну, это очень логично. Спасибо вам большое, Надежда Владимировна, за то, что нашли время в своем жестком графике и уделили нам внимание и рассказали столько интересного для наших телезрителей. Уверена, что ваши полезные советы будут им полезны, ну и они для себя сделают определенные выводы вообще в целом к подходу в предпринимательской деятельности. Спасибо вам, что пригласили. Сегодня мы обратимся к произведению Антона Павловича Чехова «Вишневый сад», где отражен остро-социальный взгляд на предпринимательство. По моему мнению, это история о том, как разориться, не сумев адаптироваться к новым рыночным условиям. Тема ресторана, конечно, никак не раскрыта, но если не ресторан, то усадьба с знаменитым Вишневым садом. И это готовый, уникальный гастрономический бренд, который можно было бы развить, организовав, например, агротуризм или открыв в этом месте элитный ресторан или наладить производство собственных продуктов. Давайте рассмотрим главные ошибки предпринимателя в данном произведении, а это госпожа Раневская и господин Гаев. Первая ошибка – это ностальгия и нежелание меняться. Они живут в прошлом и не понимают ценности своего актива в новых экономических реалиях. Вторая – это отсутствие бизнес-мышления. Вместо того, чтобы разработать план спасения, например, отдать землю в аренду под дачи, как предлагает Лопахин, они бездействуют и надеются на чудо. Ну и третья, самая коварная ошибка – это неразумные траты. Раневская продолжает сорить деньгами, когда бизнес на грани краха. В качестве антипримера успеха я приведу Лопахина. Ведь он выходец из низов. Он стал миллионщиком благодаря трудолюбию и деловой хватке. Он видит в Вишневом саде не красоту, а коммерческий потенциал. Его метод – железная бизнес-логика. Какой же вывод можно сделать для современного ресторатора? А вывод такой. Бизнес должен приносить деньги. Если ваш Вишневый сад или уникальная концепция, или уникальное место не окупается, нужно быть готовым к жестким, но эффективным решениям. Сентиментальность и боязнь перемен, они приведут только к банкротству. Повышайте свой уровень финансовой грамотности вместе с нами, читайте книги и ходите в библиотеку. С вами была Рита Якушева и передача про деньги. До новых встреч в эфире и жду вас в Белинке.